Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в следующие 7 дней? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Что ждет меня в следующие 7 дней? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Что ждет вас в ближайшие 7 дней? Так, очень много дорог, очень много путешествий, новые знакомства и новые встречи. Знаете, у кого-то прям такие и любовь случится. Хороший песок, мне очень нравится. Да, очень много какого-то кипиша происходит, очень много хаотичных движений. Вы как будто бы, знаете, как в тонусе, да, вы... как оловянный стойкий солдатик, да, вы ничего не боитесь, вы ко всему готовы. Вам придется реально немножечко попотеть, придется вот именно дороги. Я вижу много дорог. Дороги туда-обратно, туда-сюда. Вы бегаете, вы запыхались, но вы энтузиазме, да, то есть вы понимаете, что я сейчас постараюсь, и потом у меня все будет замечательно. А у кого-то вот какие-то дороги, да, у вас как будто бы, я не знаю, какой-то план, как можно больше, там, не знаю, мест посетить, чего-то больше увидеть, да, где-то, может быть, людей каких-то повстречать, что-то посмотреть, может быть, какие-то экскурсии, я не знаю. То есть какой-то вот... Если вы, например, на отдыхе, да, то у вас прям будет дилемма, да, чем заняться, куда поехать. Хочу и то, и то, и то, и то, да, времени на все не хватает. Ну, а если вы работаете, если вам не так повезло, что вы можете отдохнуть, то, конечно, вот у вас будут дороги связаны как и с работой, так и с семьей, и с родственниками, и с друзьями, и везде нужно будет успеть. И, знаете, у вас получится. У вас получится, потому что вы будете к этому относиться в положительном ключе. У вас вообще, вот, знаете, вот, с приходом лета идет хорошее настроение, у вас идет позитив, вам, ну не знаю, там хочется и жить, и любить, и, не знаю, вам не хочется сидеть дома, вам хочется побольше быть на улице, на людях, общаться, вот как будто бы вы уже засиделись. Так, смотрите, дороги у вас очень активные, дорог много, дороги тут и государственные, как я уже говорила, да, и семейные, и везде вы идете с улыбкой, везде вы прям такой человек, который добивается того, чего хочется. Да, может быть, не в том формате, либо не в том объеме будут у вас результаты, но тем не менее вы все равно находите позитив, вы все равно этому рады. Так, что касается государственных дел, здесь обратите внимание на детали, потому что я вижу, что может быть несколько дорог туда и обратно, да, ну, скажем, не совсем удачно, да, что-то, может быть, вы забыли, что-то потеряли, что-то не доделали, о чем-то не додумали, да, поэтому еще раз говорю, обращайте внимание на детали. Может быть, какой-то маленькой бумажечки, да, либо может быть какой-то там копии, либо еще чего-то не хватить для того, чтобы вы успешно завершили то или иное дело. Проверяйте перед выходом из дома все свои вещи, чтобы вы ничего не забыли. Вы знаете, вы очень активны, и вы вот прям как спешите по жизни, да, какая-то прям спешка у вас идет. И чтобы вы ничего не упустили, чтобы вы, скажем так, на поворотах вас не заносило, немножечко сбавляйте скорость. Я понимаю, что у вас энергетика тут прям аж прет, но тем не менее, да, настолько быстро не нужно бежать по жизни. Лучше немножечко замедлитесь. Так. Смотрите, что у вас тут выходит. У вас тут выходит женщина, с которой придется, ну, я не знаю, выяснять что-то, может быть, даже поспорить, может быть, ну, себя проявить, да, обозначить себя, свою позицию. Эта женщина, она такая, знаете, высокого ранга, птица, скажем так, высокого полета, но вам бояться ее не стоит, потому что она, несмотря на все ее какие-то там регалии, звания и прочее, достаточно земной человек. Она с каким-то заблуждением в отношении вас, то есть либо ее кто-то до этого против вас настроил, либо
у нее просто сложилось ошибочное мнение насчет вас. Вам придется с ней достаточно, ну так, пободаться, да, поспорить, без, конечно, без скандала, без оскорблений, но отстоять свою позицию. То есть, когда она будет вас, грубо говоря, там, скажем так, задвигать и футболить, вы должны сказать: так, минуточку, дамочка, давайте разберемся, да, и выложите все по полочкам, что у вас есть по этому делу. Знаете, несмотря на, там, может быть, она не в настроении будет, может, у нее еще какие-то свои отклонения есть, но она вас выслушает, она примет вашу точку зрения и, ну, соответственно, с уважением к вам отнесется. Главное, не бойтесь. Если вы испугаетесь, если вы, ну, как говорится, да, уйдете обиженным человеком, то ничего хорошего из этого не получится. Вот послушайте меня внимательно. Не так страшен черт, как его малюют. Вот это ваша ситуация. Не стоит бояться, не стоит ни в коем случае там расстраиваться, себя накручивать. Понимаете, что если не вы, то никто. Все равно вам придется решать этот вопрос. Но если вы будете решать этот вопрос с позиции, я не знаю, там, человека, который, там, не знаю, проситель, причем стесняющийся, ничего хорошего не выйдет. Нужно именно себя обозначить и четко прям таки объяснить, да, что мне нужно, для чего, от чего и почему. Так, следующее. Здесь любовь, любовные отношения. Ну, честно скажу, тут у вас в любви намечается, не знаю, какой-то третий человек, либо ревность к этому третьему человеку. То есть между вами, между вашим любимым человеком и еще, да, между вами и любимым человеком еще один тут выходит. Еще один выходит, который, ну, он больше как к вам, что ли, идет, да. Готовьтесь к тому, что поклонник у вас появится. Кто смотрит мою отсыпочку? Возможно, кто-то вот тайно в вас влюблен, и этот человек решит себя обозначить, да. Либо появится у вас ухажер, который будет вас добиваться, там, несмотря на то, что вы там в паре, в браке, в отношениях. В любом случае, как вот, ну, клеиться будет, да, к вам человек, прямо уж там скажем, чтобы не стесняться. Как вам на это реагировать? Ну, реагируйте адекватно ситуации, да. Если вы хотите, всякое бывает, да, если вы хотите каких-то ярких, незабываемых впечатлений, при этом ни к чему не обязывающих, то это прекрасный человек, чтобы реализовать с ним, например, страсть. Если же вы при отношениях и вам кроме вашего любимого человека никто не нужен, то достаточно в легкой форме объясните ситуацию, что я там замужем, что у меня есть любовь, я могу там дружить, да, но не более того. Не переживайте, не зацикливайтесь на этом. Я вижу, что у вас, ну, прям таки решится все правильно, да. Человек очень интересно, кстати, идет в вашу жизнь, чем-то он вас заякорит, но тем не менее, да, решать, выбирать будете вы. Если вы одинокий человек и, например, с кем-то общаетесь в интернете, то, если честно, я вижу, что вы закрутите, да, с этим человеком, у вас будет тут романтика, и встречи, и страсти, и все на свете. Вам тут хорошо будет вместе. Но не переживайте, потому что тот другой человек, с кем вы общаетесь, например, в интернете, с другой стороны там планеты, либо страны, он, ну, не узнает, да, может быть, почувствует что-то, но не узнает. А вы уже будете делать выбор, оставаться вам с тем человеком, либо связать свою жизнь с новым. В любом случае у вас, как знаете, запасной вариант появляется. Надежный ли этот вариант, навсегда ли это, я не могу сказать, потому что это общая отсыпка, но тем не менее, то, что вам будет от этого радость, праздник, удовольствие, это точно. Хотите таких ощущений, пожалуйста, идите в отношения. Если не хотите, то выбирайте сами, соответственно, своим желаниям. Так, на работе у вас еще, смотрите, скорее всего, вы получите денежку, либо это будет премия, либо это будет аванс. Вот что-то вы получаете, вас это очень радует, вы довольны. Ну, конечно же, не предел мечтаний, но тем не менее настроение у вас из-за этого хорошее. Я вижу, что вы себя чем-то побалуете, какой-то покупочкой, да, долгожданной, причем долго вы на эту вещь, может быть, смотрели, о ней думали, мечтали, и вот у вас прекрасная возможность себя порадовать. Так, мои дорогие, здесь я еще у вас вижу, ну, какое-то веселье будет в конце недели, может быть, куда-то пойдете со своими подружками, может быть, с семьей пойдете. В любом случае, хорошенечко проведете время, вот именно какой-то прям и смех, и радость, и у кого-то, кстати, может быть в конце недели поездка какая-то, да, может быть на дачу, либо кому-то на дачу вы поедете. В любом случае много смеха, очень много смеха. И я вижу, что там есть и люди, и животные. Не знаю, что это за место. Может, вы, кстати, в зоопарк пойдете.
Вот, так что очень хорошо вы проведете время. По здоровью. По здоровью. Тут ничего страшного я здесь не вижу. Единственное, что, возможно, вот из-за вот этих вот всех дорог у вас, ну, ножки будут там побаливать, да, и гудеть в конце дня. Ну, вы уж там постарайтесь, да, хотя бы там минуточек на 10-15 полежать, либо посидеть в таком положении, что у вас ноги, ну, приподнятые, да, на высоте находятся, чтобы снять напряжение в ногах. Вот. Ну, а так, в принципе, я здесь каких-то конкретных серьезных проблем я не вижу. Вот, ну, может, точечно у кого-то будут, может быть, даже мигрени, потому что как-то вот, я не знаю, погода, что ли, меняется, что-то с погодой происходит. Вот, ну, опять же таки, да, это все легко купируется, там ничего сложного, проблематичного нету. Обратите внимание на то, что вы кушаете, вот серьезно, вот что-то вы кушаете, ну, вкусняшку, вредняшку, я не знаю, что-то вы кушаете не то. Может быть, ну, либо живот может болеть, либо с давлением может быть какая-то проблема. Что-то вы прям такое будете кушать. Причем вы за собой знаете, что вы когда это покушаете, у вас потом проблемы со здоровьем. И вы все равно, вот все равно наедитесь чего-то. Будьте с этим предельно аккуратны. Понятно, что хочется хуже, чем болит, но тем не менее. Постарайтесь себя в этом плане проработать. Так. Я вижу, что вы будете оказывать помощь человеку. Может быть, это кто-то из ваших родственников, может быть, кто-то из ваших друзей. То есть у вас еще какое-то дело появится, даже не дело, больше как обязанность идет. Да? Может быть, кому-то поедете, поможете, там, я не знаю, навести порядок, либо что-то вещи перенести, либо с ребенком, с чем-то посидеть. То есть у вас будет какая-то обязанность. Вы на нее согласитесь, а потом поймете, что... Ну, у вас просто времени не хватает на то, чтобы ее осуществить. Но знаете, вы как человек обязанный, да, как человек, вернее, умеющий выполнять свои обязанности, вы все-таки выполните обещание. Окажется, что это не так сложно, и что ваши важные дела, например, могут таки подождать. Да. В общем, прекрасно себя зарекомендуете как безотказный человек, который действительно человек слова и человек дела. Вот. То есть какой-то прям-таки даже респект получите от своих там близких, либо родственников, либо знакомых. То есть прям так вам скажут, что спасибо тебе, земной поклон, здесь за все твои потуги, да, и за твою помощь. Кстати, у кого-то может быть даже подарочек. Подарочек, либо какую-то, либо денежку вам дадут, либо подарочек сделать. Ну и то, и другое будет для вас очень-очень приятно. Мои дорогие, неделя хорошая. Неделя, конечно, немножечко такая суматошная, и придется вам, конечно, побегать, но я вижу, что вы полны энергии, вы справитесь, у вас в этом плане, ну, все хорошо. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.